Добрый вечер. Недавно записала видео о том, как важно встречаться лично, что никакие анкеты и фотографии не дадут вам полной картины. И потом поняла, что все-таки не каждое свидание может быть интересным, замечательным. И есть некоторые ляпы, которые мешают девушке согласиться на второе свидание. Сейчас я хотела бы для мужчин перечислить эти ляпы или то, как не надо делать, чтобы все-таки ваши свидания, если вам девушка нравится, заканчивались тем, чтобы с вами хотели встретиться еще раз. Не буду в иерархии выстраивать, просто назову, например, первое – это бестактность. Что значит бестактность? Когда мужчина, приходя, разговаривая с девушкой, задает бестактные вопросы. Что это может быть? Например, когда мужчина говорит: ты такая красивая, почему ты до сих пор не замужем? Или не, ну ты такая во всех отношениях положительная, а чё ж ты развелась? Что-то в этом духе. То есть бестактность – это когда женщина чувствует, что ей на вопрос мужчины нужно либо оправдаться, либо сказать что-то такое, что касается ее каких-то личных переживаний, личной истории, даже интимной какой-то. И женщина не готова обсуждать такие моменты, такие вопросы с малознакомым человеком. То есть своими вопросами или репликами мужчина ставит женщину в неловкое положение. И тогда у женщины пропадает желание в дальнейшем как-то с этим мужчиной общаться. Следующий ляп – это критика. По жизни нужно стараться меньше критиковать людей, но тем не менее наша жизнь, она не состоит только из положительных каких-то моментов. Но критика, когда вы с малознакомой девушкой начинаете критиковать женщин вообще, или свою бывшую, что еще ужаснее, эта девушку сразу, женщину, отталкивает от вас. Или, например, вы говорите: терпеть не могу ментов. А женщина себе думает: а у меня, например, брат или отец работает в полиции. Или, там, например, вы говорите: ой, ну скрипка – это вообще терпеть не могу, этот инструмент, это испытание для моих нервов. Женщина себе думает, что, например, она любит скрипку, скрипичные концерты там, и так далее. Что-то, то есть вы что-то говорите, что вы терпеть не можете, но это малознакомый человек, вы не знаете, как она к этому относится. И если для нее это моменты какие-то положительные, то она может вам не сказать, но про себя подумать, что это не мой человек. Следующие ляпы – это или негативное какое-то поведение – это жадность. Женщины, девушки не любят жадных мужчин. Но это не значит, что они любят богатых и что нужно сорить деньгами. Но чего не нужно делать на свидании, то есть нужно желательно, чтобы вы как-то заранее выбрали маршрут, на котором будут бюджетные кафе или какие-то, более-менее бюджетные мероприятия. Приглашайте сами, в конце концов. Очень много есть театров, концертов с достаточно бюджетными билетами. Но, например, часто мне девушки говорят: это как бы из ряда вон выходящее, я захотела пить. Он говорит: нет, тут на улице дорого, давай мы вот там дальше будет магазин, и мы там еще минут 10 шли, чтобы в магазине бутылку воды купить дешевле. Или, например, она говорит: куда пойдем? Или может, на корабликах покатаемся? Ой, это дорого. Или там еще что-то женщина предлагает, мужчина говорит: не, это дорого, мы туда не пойдем. Или заходят в кафе, садятся, он начинает по ценникам выбирать самое дешевое. Или такой случай тоже был, когда девушка говорит: пришли в кафе, он купил мне чашечку кофе, пирожное, и потом сказал: давай на двоих пирожное, потому что, 2 пирожных – это дорого. И из моей тарелки вилочкой ел это пирожное. В общем, эта жадность, если вы еще об этом говорите, что это дорого, туда нельзя, это как бы мне не по карману, это негативно действует на желание встретиться с вами вновь.
Простите, следующее негативное качество или ляп – это когда мужчина безинициативен. Все-таки выпью. Когда мужчина приходит на свидание, начинает говорить: ну, не знаю, куда пойдем, а куда ты хочешь? А что тебе нравится? Ну, не знаю. Ну, хорошо, хочешь туда, хочешь сюда. И вот когда мужчина не проявляет никакой инициативы, для женщины это сигнал к тому, что либо она не нравится, либо вообще у мужчины мужских качеств не так много. То есть женщина все-таки ждет от мужчины какой-то инициативы. Поэтому продумайте заранее, куда вы хотите пойти, какие-то мероприятия, какие-то дела, там, что вы будете делать. И все-таки предлагайте и проявляйте какую-то инициативу. Следующее, такой ляп – это ожидание или тестирование женщины на звание жены. То есть вы встретились там первый раз, второй раз, у вас еще нет отношений, а вы буквально на первом-втором свидании начинаете тестировать. А ты капусту квасить умеешь? А ты пироги там умеешь печь? Как ты считаешь, вот ты вообще убираешь в квартире или там, ну, то есть задает такие вопросы, которые относятся к тому, чтобы он хотел видеть от своей жены. То есть он начинает женщину тестировать, подходишь, не подходишь. Почему это не нравится женщинам? Потому что женщина чувствует, что это, как называется, без меня женили. Она еще не согласилась, она еще не собирается, она еще не думала, а мужчина уже, так сказать, ее оценивает вот с этих позиций. Это тоже женщину настораживает и отталкивает. Следующее такое неприятное качество, оно, кстати, встречается, не думайте, что только у женщин. Иногда мужчина очень много рассказывает о себе, рассказывает о своей работе, рассказывает о своих увлечениях. Я там ходил на Эверест, или я там занимался альпинизмом, я на велопробеге там куда-то ездил, чего-то делал, я там-то работал, у меня там такие-то друзья, такие-то люди, или я занимаюсь социальной работой, у меня есть социальные проекты. И все свидание мужчина говорит о своем каком-то деле, увлечении или о себе. При этом он даже не задает вопросов: а ты как к этому относишься? А тебе это нравится? А ты вообще катаешься на велосипеде? Или что ты об этом думаешь? То есть мужчина много говорит, не интересуясь, не давая даже женщине вставить слово, чтобы сказать, а вообще ей это надо, не надо, нравится, не нравится, интересно, неинтересно. Хорошо, если это 2-3 минуты, а если это 20 минут и все свидание, то женщина говорит: я еле сбежала. То есть следующего свидания после такого монолога, наверное, не будет. Следующий ляп, который мужчины не учитывают, это одежда. На самом деле женщины очень внимательно относятся к тому, как мужчина одет. Если мужчина пришел ну, знаем, да, и женщины не любят грязную обувь. Если мужчина пришел в мятой рубашке, если какие-то там брюки с растянутыми коленями, если свитер там какого-то небольшого размера, затертый. Ну, в общем, тогда женщины говорят, что он пришел небрежно одет, или он был очень старомодно одет, особенно там, если прическа старомодная, он такой старомодный, мне не нравится, я не пойду больше на свидание. То есть женщины очень чутки к тому, как мужчина одет. Для них одежда мужчины говорит о его статусе, о его дисциплинированности, о его каких-то мужских качествах, там, достижении чего-то и так далее. Поэтому мужчины, одевайтесь на свидание хорошо. И следующее такое качество большое, которое не нравится женщинам, это категоричность, когда мужчина признает только свое мнение, на нем настаивает. Если женщина не согласна, он тут же начинает спорить, там даже возмущаться, и то есть его мнение правильное, все остальные мнения не существуют. Это как-то там анекдот был, да, что когда старшина, смотрите, пункт 1, старшина всегда прав, а если пункт 2, если старшина не прав, смотри пункт 1. Вот такая категоричность очень часто женщину от мужчины отталкивает. Есть еще какие-то, может быть, более или менее заметные ляпы, но вот эти основные учитывайте и старайтесь, чтобы ваши свидания были счастливыми.